Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Мукарима Хусаиновича Тухватшина представляет литературно-историческую видеоэкскурсию «Мой прадед – защитник Родины». Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, к его природе, к его людям, к его памятникам. Памятники – это связь времен прошлого с настоящим, это гордость наших городов и сел, украшение их улиц и площадей. Известно, что одним из основных признаков культурного человека является уважение к прошлому своей родины, к делам своих предков. Только зная прошлое своего народа, можно по достоинству оценить настоящее. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В Уфе много памятников, посвященных доблести и храбрости наших героев. Самый большой мемориальный комплекс Победы в Великой Отечественной войне находится в северной части города Уфы. Это парк Победы. Здесь находится также и музей боевой славы. На большой площади расположены разные достопримечательности военной тематики. Легендарный отечественный танк Т-34, артиллерийские орудия, а на аллее боевой славы высечены имена героев, мужественно сражавшихся и погибших за Родину. В 1980 году открыт памятник героям СССР Александру Матросову имени Гали Губайдуллину. Он посвящен их двойному подвигу. На 25-метровом пилоне установлены бронзовые портреты двух героев, отдавших жизни за Родину. Над ними расположена высшая награда страны – золотая медаль. На высоком постаменте рядом с пилоном падающий солдат. Его плащ-палатка взметнулась из-за спины огненным вихрем. Территория перед огромным пьедесталом из красного гранита выложена крупной бетонной плиткой. Здесь зажжен вечный огонь. Памятник труженикам тыла открыли в 2015 году в Парке Победы. Он посвящен труженикам тыла, которые совершили большой вклад в победу над немецкими захватчиками. Памятник изготовлен из бронзы, представляет собой композицию из нескольких фигур, которые показывают сталевара, нефтяника, рабочего, швею, хлебороба. Рядом установлен барельеф с продукцией, а наверху изображен Орден Победы. В парке имени Ленина в 1951 году установлен памятник Александру Матросову. Автором этого проекта стал скульптор Леонид Эйдлин. Памятник выполнен из бронзы, установлен на постаменте из розового гранита. Он представляет собой фигуру высотой 2,5 метра, в полный рост, в движении вперед с автоматом в руках. На голове солдата каска, поверх обмундирования плащ-палатка. Надпись на постаменте гласит «Герою Советского Союза Александру Матросову». Зимний ветер свистел на откосах, мы лежали в цепи огневой, с нами был комсомолец матросов. Друг, товарищ, боец рядовой, командир наш испытанный бледен. Неужели мы здесь не пройдем вражий дождь на дороге к победе? Осить русские цепи огнем. Не подняться в огонь пулеметов, но матросов рванулся вперед прямо к черному красному саду. Друг, товарищ, бесстрашно ползет, вражьи пули свистят на откосах.
лютой злобой герою полны. Но внезапно не дрогнув матросов, поднялся у бетонной стены. Рванувшись в атаку за другом, в этот миг услыхали друзья, что свинцовая кончилась юга. Огневая замолкла струя, это трепетом сердца живого. Наш матросов закрыл пулемет. Никогда своего преданного не забудет советский народ. Памятник Николая Гастелло расположен в одноименном парке в Уфе. Ее установили в 1985 году. Автором проекта является Панов. Гастелло изображен в полный рост во время подготовки к полету, в летной форме, в шлемофоне, в руках карабина парашюта. Высота фигуры 3 метра 30 сантиметров, высота постамента 2 метра. Он изготовлен из черного обработанного гранита. На постаменте накладные буквы из шлифованного металла Николая Гастелло. Выше изображение золотой звезды из металла. Основание памятника из гранитных плит. Плитами же из серого гранита выложена площадка около памятника. В сквере напротив Калининского универмага установлен памятник солдату Великой Отечественной войны. Его высота составляет около 6 метров. Памятник выполнен из железобетона и покрыт бронзовой краской. Эта скульптура представляет собой сидящего на скамейке солдата, который недавно вернулся с войны. Одет он в гимнастерку и пилотку. Есть у нас в Уфе памятник мирному времени. Установлен он в небольшом сквере на улице Степана Злобина между домами 20/2 и 24. Памятник представляет собой каменную плиту бежевого цвета, скошенную вправо. В верхней части плиты обозначен черный венок, в центре которого изображена красная звезда. Внизу одна ветвь. Посередине плиты высечены 4 строчки из стихотворения Алексея Суркова. Отгремели боевые грозы, и у грани новых светлых дней люди улыбаются сквозь слезы выстраданной радости своей. Родина слила державой властью всех людей в единую семью, оттого и неделимо счастье, добытое смелыми в бою. Солнцем нашей славы осиянно гром салютов слушает Москва. Как вместить в безбрежье океана самые просторные слова? Как стихом взволнованными песни радость миллионов передать, если ей сегодня стало тесно неоглядных океанов гладь? Пойте, люди, города и реки, пойте горы, степи и поля, смелыми прославлена навеки жизнь моя, советская земля. Ольга Фокина «Взгляд с небес, как совесть сердца». Народ, посмотрите на небо, на чистое, улыбки героев в седых облаках. Спасибо за небо, за солнце лучистое, за мир, что нам деды несли на руках. В пыли, под завалами, вечными взрывами страна не осталась униженной. Нет, каким героизмом, какими же силами вы нам принесли луч заветных побед. Скитания вечные, силы могучие, бойцы, что нередко сходили с пути, вы годы оставив свои наилучшие, гранаты бросали, шепча до 5. Вы долго в пути, дожидаясь победного салюта, который позволил рыдать, боролись с фашизмом, идя до последнего, чтоб внуки сегодня смогли вам сказать: спасибо, родимые дедушки милые, что не посрамили российскую честь,
Спасибо вам, бабушки, женскую силу в тылу приближали победную весть. Спасибо, то малое и незаметно, что можем мы вам, ветеранам, сказать, за ваше терпение, борьбу беззаветную. Спасибо, что мир мы сумели познать. Спасибо за небо, за солнце лучистое, за взгляд тут с небес, что сумел нас беречь. Вы ангелом стали защитно небесную и совестью нашей в момент теплых встреч.